أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала всемогущему Аллаху, кому мы поклоняемся, у кого мы просим помощь, спасения нашей души в этом мире вечном жизни. Да поможет нам Аллах во всех праведных делах. Аллахумма амин. Уважаемые братья, сестры, воистину Аллах любит правда, когда ради Него говорить правда против врагов и не боясь ни от кого. Аллах и за это дает человеку рай, благословенный мир, вечной жизни. Я думаю, мой народ в конце концов поймете, лезгины, что в этом мире у нас нет жизни, в этом мире у нас есть только испытание Аллаха. Мы должны пройти это испытание благодарными, достойными, заслужить благословение Аллаха каждый лезгиноязычный народы, все обязаны перед Аллахом заслужить только Его благословение в этом мире. Нам дано право выбрать на этом земле справедливость или зло. Но сегодняшний день я вижу, на лезгинский народ сильно ущемляет права нашего народа, наказывает, сажает в тюрьмы, издевается над нами Азербайджанская республика. Самые отвратительные, дьявольские, заразные микробы в этом республике. Около 100 лет они уже полностью оккупировали наши земли, ущемляет права лезгинского народа, не давая лезгинам, чтобы лезгины изучали свой родной язык, изучали свою историю, культуру, все. В это все в Азербайджане сделал запрет, так как они боятся, что у лезгинов обратно поднимется дух и возьмет свою историю, будет под свою историю жить, лезгины. От этого боятся и турки, и Азербайджан, чтобы лезгины, чтобы духовно не был готов. Но сегодняшний день на территории даже Азербайджана много лезгинам почти делает запреты, чтобы они поклонялись, служили Аллаху. Регистрируют те люди, которые там, кто молится в Азербайджане, чтобы ущемлять права этих лезгинов в Азербайджане. Именно правительство Азербайджана занимается самым отвратительным, самым гнилыми выходками против лезгинского народа. И тут говорят лезгины наши братья. Лезгины никогда не может быть братьям этим чертям, Поэтому, я думаю, в конце концов вы поймете, в чем суть дела. Но сегодняшний день в Азербайджане, как я услышал от моих приближенных людей, в Азербайджане задержано много лезгинов. Много задержано, открывает им статьи, типа они террористы там, армянские шпионы там, пишет там всякие чушь, там на лезгину. Главное, чтобы заглушить лезгинский вопрос на территории Азербайджана. Поэтому Азербайджан ведут свое гнилые движения против наших лезгинов, против активистов. В Азербайджане было арестовано те люди, кто занимался именно родным языком лезгинского народа. Онлайн они занимались, преподавали, изучали лезгинский язык детям, всем. И эти люди были арестованы, сидят в Азербайджане. Сейчас из них
сделал самым опасным врагами в Азербайджанском республике. Не знаю, что они думают, хотят, с одной стороны, вымогать деньги у лезгинского народа, чтобы давали, кормили этих чертей, там, взяточных чертей структур системы Азербайджана. А с другой стороны, они хотят им сроки давать по 12, по 15 лет. Поэтому, я думаю, это не один раз они так делают. Еще 90-е годы у многих матерей брали деньги, а потом убивали их детей, отправляли трупы матерям, вот, умерли ваши сыновья. Но мимо этого еще грабили. Вот такие адвокаты, которые в Азербайджане, это спецслужбы, агенты Азербайджанского министерства национальной безопасности, они специально назначают, чтобы какие-то информации поймать у этих людей, а потом передать это все системам, Поэтому много неграмотные, тупые лезгины могут всякие чушь там болтать, то, что нету, тоже говорит, понимаешь? И Азербайджан из муха сделает слона, Поэтому Азербайджанская республика не дает лезгинам на родном языке культура, история, чтобы они знали лезгинский язык, лезгинский народ. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, сколько можно так сидеть сложа руки? Я же вам говорю, поддерживай меня. Ни один лезгин вам ничего не сделает. Ничего вам не сделает никогда. Почему? Потому что каждый лезгин, пока он поднимется, ему нужен лет 10, 20, 40, чтобы на ноги, чтобы подняться. Понимаешь? Поэтому я вам говорю, объединяйтесь к имаму. Только имам могут вести вас правильным путем. Ни один лезгин, который я знаю, в нашем народе не смогут вести вас прямым путем, чтобы спасти свой народ. Мне жалко вас, понимаешь, потому что вы сегодня находитесь в таком положении, самые тупые лезгины, которые бегают, собирают деньги, кормят этим деньгами этих псов азербайджанских спецслужбы и грабит, лезгинский народ, чтобы каждый там пару копеек бросали, идет эти люди специально работают на этих агентов, чтобы собирать на этой территории России, чтобы деньги помогать кормить этих чертей, с рук лезгин. Поэтому это черти, эти проклятие государства, республика Азербайджан, понимаешь, живет на счет лезгин, понимаешь, и также живет на оккупированных землях лезгин полностью, и живет еще мимо этого, еще собирает вы деньги, эти деньгами хотят их кормить. Поэтому я думаю, это очень глупый шаг вашей, потому что я и 90-х годов видел проклятый Гайдар Алиев, как поступали с народом, с лезгинами. Также пиралские события, когда митинговали, всех под метро пустили, всех убили, и говорят, они террористы. Поэтому вот сегодняшний Азербайджан – это заразная республика. Я же вам говорю, если Азербайджан, если скажет небо, солнце есть, не надо верить. Азербайджанская республика самый конченый уграшская республика, понимаешь? Эта республика не подлежит к жизни. Эта республика должна уничтожена быть с лица земли. Потому что я над этой республикой полностью вел свою разведку с 90-х годов. Чем они занимаются, как они мутят, как они все стравливают. Все зараза уходит из Азербайджана. Поэтому сегодня у меня есть что говорить, и я это открыто говорю, потому что эта республика рано или поздно лезгины обязана разрушить, уничтожить. Сегодня я расскажу, что я услышал в Азербайджанской республике. Там был арестован какой-то Фахрудин, говорит.
человек, который сейчас сидит по родному языку, он занимался родной язык лезгинский в деревнях, районах, везде, короче. И также он входил в само общество там, работал на них. Ну, я знаю, что этот человек, их агент Фахрудин. Так как один раз он мне предлагал, чтобы я приехал в Грузию, короче. Я говорю, так как я нахожусь в розыске, а он хотел, чтобы я приехал в Грузию, чтобы грузины меня арестовали, передали Азербайджану. Но я не согласился, но этот человек сегодня дает такую информацию спецслужбам Азербайджана. Типа я его назначил имамом в Азербайджане, короче. Как я могу его назначать имамом в Азербайджане, если этот человек намаз вообще не делает? В показаниях говорит, что его назначили, типа я имамом азербайджанских лезгин. Во-вторых, этот человек вообще намаз не делает. Он далек от религии Аллаха. Как я могу назначать такого человека без моего духовного совета, назначать этого человека имамом? Неужели дела Аллаха будут вести такие люди, которые не поклоняются Аллаху? Азербайджан любыми путями делает свои грязные выходки против лезгин, против лезгинского народа. Дорогие мои братья, поэтому я сам есть имам и с той стороны, и с этой стороны, избранный в 1993 году, 2 февраля. Я не имею права назначать имамом в Азербайджане кого-то или имамом в Дагестане кого-то, так как я могу себе наибов выбрать из Азербайджана, из Дагестана, из Америки, из любых стран. Наиб есть наиб, это мои наибы, которые подчиняются имаму, ведут дела Аллаха на земле, короче. Поэтому ложные обвинения на мой адрес Азербайджан, там всякие чушь пришивает, начиная с тех лезгинов, которые с 90-х. И сзади у меня пускают слухи, типа всякие слухи. Главное, чтобы Россию настроить против меня, короче. Понимаешь, у них такие планы, у этих заразных республик Азербайджан. Поэтому, дорогие мои братья, вот столько лет страдаем мы, лезгинский народ. Я не говорю о себе. Я тоже 12 лет сидел там в тюрьмах. Надо мной тоже издевались азербайджанские спецслужбы, Министерство национальной безопасности. Даже я помню, я с ножом гнались за этими чертями азербайджанские с погонами, с работниками, даже находясь в тюрьме, короче. Я один против 15 человек, они впереди у меня бегали, как черти, короче, не знали, что делать, пока у меня в руке находился нож, короче. Поэтому эта система, такой система заразная. На одного лезгина, а не человек 50 идет дубинками, понимаешь? У них дух не хватает лезгинам один-один драться. Или они так делают, там специальные лезгины, которые из Кусаров собирают, из разных районов собирает, спецназ создает, только через им командуют, чтобы лезгинов там убивали. Понимаешь, у них шакалский образ жизни. Почему я это говорю? Потому что сейчас многие ребята сидят в Азербайджане в тюрьмах. И всем пришили дела за то, что они занимались своим родным языком, короче, лезгинским. Каждый лезгин хочет, чтобы его дети разговаривали на лезгинском, учились на лезгинском, чтобы не забывали наш родной язык. Но Азербайджан это нам запрещает. Бери территорию России, хоть в России есть хоть политзаключенные лезгины, сидят где-нибудь. Вы слышали хоть раз, что политзаключенные лезгины сидят из-за своей национальной истории и культуры, сидят в тюрьмах, страдают в России. Нет такого, понимаешь?
бери в Азербайджан, вот это маленький заразном республике, явно, который на нашем земле хочет свое слово, свой устав делать, а ничего делать, смотри. Как издевается над вашими детьми, над вашими братьями, сестрами. Несколько лезгинских женщин обращаются к нам, что над ними тоже издевается, их тоже там сажает, пугает постоянно, ущемляет права, короче. Понимаешь, и прямо говорит, мы вас будем изнасиловать, мы вас так сделаем, ругает. Понимаешь, это грязные азербайджанские системы, структуры, они честь нашего народа задевают, и вы, многие лезгины, этого не понимаете. Почему вы не мог себя ставить на их место, о мои братья лезгины? Почему вы боитесь что-то говорить против этих варваров, против этих шейтанов, которые живут на нашем земле? Это ваш халял, это ваш дозволенный земля. Эта земля принадлежит вам. Веками ваши отцы, деды жили, и сегодня эта земля принадлежит вам. Не может быть в Турции это туркоязычные, Кавказ это туркоязычные, Иран это туркоязычный. Пускай идет на своем земле, откуда вышли, а там пускай живет. Но в Азербайджане, даже у азербайджанцев власти нету. Там все, это курдские мафии все. Мафиозная система, клановая система там создана. Это все зараза от них исходит. Сегодня они под себя и аварцев, и даргинцев под себя держат в Дагестане. В случае войны эти народы хотят использовать против России. Понимаешь, вот такие планы у азербайджанских правительства. Также они обучают многих лезгин в этих, короче, Нахчеванском школе. Целые лезгинские дивизии хотят создать против России, чтобы замутить Дербент наши, Кремль наши, чтобы настроить наш народ против России. Понимаешь, я не хочу, чтобы наш народ эти заразные республики, чтобы использовал на выгоде своих заразные политики, искусственные созданные истории, короче, грязные, которые без рода, без народа этого появились на нашей земле. Поэтому, дорогие мои братья, заранее вы подумайте. Я сегодня для всех это касается, для всех касается, что мы, если не объединимся, мы, если друг друга не будем поддержать, наш народ исчезнет, наша история исчезнет, наша культура исчезнет. Все наше приписывает Азербайджан для себя, чтобы создать себе свое грязное «я». Понимаешь? Азербайджан, нет такой государства, нет такой республики, не существует. Это все искусственные, дьявольские, заразные микробы. Поэтому есть Лезгистан. До Ирана это все границы земли, все это под Лезгистан находился. Поэтому мы народ Лезгистана, мы народ Кавказской Албании, мы народ коренные, мы веками были и есть, и сегодня мы существуем. Ни один лезгин не должен бояться от этих шейтанов, от этих шейтанских республики. Каждый лезгин для меня это есть воин Аллаха, генерал, адмирал, все должен лезгин стать в строю и защитить честь, совесть своего народа. Азербайджанский республика не должен за Кавказ даже существовать. Поэтому я говорю, идеи наших отцов веками были и есть, и мы должны продолжать до конца, до последнего вздоха. Поэтому я говорю вам призываю вас всех, выходи из мрака к свет, защищать свою честь, совесть своего народа. Поэтому сегодня в тюрьмах в Азербайджане бьют ваших детей, бьют ваших сыновей, отцов, мужей, бьют, и вы сидите, сложа руку, как будто ничего не было. Такой грех вы совершаете, делаете вид, что не видите. Но Аллах видит вас всех.
в каком положении лезгины находятся. Нам не надо у азербайджанцев их псов кормить, деньгами, взятками этих адвокатов, этих чертей, азербайджанских мандавошек на этой территории, спецслужбы всякие. Поэтому их надо выгнать, всех с России тоже, с Лезгистана тоже их надо выгнать. Поэтому я вас призываю, дорогие мои братья и сестры, не бойся никого, кроме Аллаха. Вы на правильном пути, если вы следуете за мной на пути Аллаха. Иншаллах, Аллах рано-поздно уничтожит эту грязную республику, потому что все дела, которые они совершали, грехи, обратно должен обрушиться на их головы. И в конце концов должен исчезнуть Азербайджан. И кто их поддерживает, Турция тоже с лица земли скоро исчезнет. Так сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что Турция это не турецкий, не османский, не это чертовской, натовские черти, которые создались на этой территории, А это заразный Азербайджан, их микроб, в который Кавказ хотят мутить, Кавказ хотят пороховую бочку делать. Поэтому мы не должны поддаваться. Азербайджанская республика – это враг номер один для всех кавказцев, для всех народов Кавказа. Пока Азербайджанская республика существует, не будет покоя на Кавказе. Столько, 300 тысяч чеченский народ они угробили, убили, подставили этот народ против России, стравливали. И Украину они стравливали, начиная с 90-х годов. Постоянно они и Шухевичу, и Анатолию Лупинису, и Михаилу Ратушину, и всех их, Дмитрия Корчинского, Ярышеву, всех, Игоря Тополя, всех поддерживали они против России, настраивали. Все азербайджанские разведки находились в Украине против России. Они вели такую игру, и сегодня эта игра, сколько славянских народов умерли, а все разведки сидят в Баку, работают спокойно, как будто ничего не бывало. И также они работают против нашего народа. Поэтому они нам не дают, чтобы наше единство, наши права нашего народа ущемляют. Сегодня они кричат на весь мир: Дербент это наши. Говно и ваши. Цапский говно. Вам один раз сказал наши предки. Цап. Поэтому вот ваши. На нашем земле они сегодня рассказывают историю всем туристам, свою историю. Почему история кавказских албан, история против монголов, как дербенты воевали, лезгины, почему это не говорят они? Все время они говорят, это наши земли. Сколько шахов уничтожили, это тупые не понимают до сих пор, пока их самих не уничтожите на нашей земле. Поэтому не должен весом пылинки уступать этим врагам. Сегодня в мафию, клановой системе весь в Дагестане их люди назначены, Дербент они контролируют. Приграничный район, начиная от Астрахана до самого Дербента, все они контролируют против России. И все оттуда уходит, черные. Все черное оттуда уходит, понимаешь? Бизнесы, оружие, наркотики, все. Поэтому в России в конце концов поймет, и они получат удар. Вот этот момент мы, лезгины, будем использовать против них, как они использовали Советский Союз против нас, как они использовали Ататурка против нас. Поэтому нам тоже надо выжидать время, когда Россия начнет против них, и мы начнем. Тогда будет око за око и зуб за зуб. Поэтому все лезгины сегодня должен, кто даже в Азербайджане живет, проходи у них, обучайтесь у них. Вы нам нужен, как воины нашего народа. И в конце концов время придет, вы перейдете на наши стороны с их тактиками, им по башке дать, Изучайте везде, Поэтому я говорю, не кормите этих псов, взяточных систем, структур Азербайджана.
вы на этой стороне собираете деньги, а эти адвокаты, взяточники, они как мою маму грабили, я знаю. И они также будут грабить ваших отцов, матерей, дочерей. Вам придется ваши квартиры, дома, все продать, чтобы этих чертей кормить, короче. Лучше не делайте это заранее, я вам говорю. Потому что я вперед видел, еще в прошлом я сам страдал, видел это, что моя мама приезжала ко мне, чтобы свиданку взять, $2000 они брали, чтобы лишь бы, чтобы меня показать на свиданку 90-х годов, 97-й, 8-й, 9-й годы. И сегодня они это продолжают грабить ваших матерей. Не бойся, они пугают вам. Эти черти, сколько бы ни били, сделай зикр Аллаху, поминайте Аллаха. Они ничего не смогут сделать. Держись крепче за Аллаха. У вас впереди рай все равно, если хоть вы умрете там. Не бойся этих тварей, которые там над вами издеваетесь, над вашими женщинами, детьми, над всеми издеваетесь. Рано-поздно, инша Аллах, будет суд настоящий над ними. Уважаемые братья и мои сестры, великая хвала всемогущему Аллаху. Я говорю вам, что есть. Сила – это садвал, наше единство. Я как имам, духовный лидер садвала, я вас всех призываю объединиться. Мы можем только наводить порядок там полностью на Кавказе. Нас очень много лезгинов. Понимаешь? В Азербайджане у нас много лезгинов. Как Азербайджан начнется переворот, все сразу перевернется, скажут, мы тоже все лезгины. Потому что в Азербайджане нет, ни один народ там не могут властвовать. Над всеми народом властвует язык курды. Поэтому это заразная политика на Кавказе, за Кавказ не должен. Политика Эльхам Алиева, он сам даже не знает, что ему делать. Ему диктуют, и он это говорит. Аллах велик, да поможет нам Аллах. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи, саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Желаю вам всего наилучшего, дорогие мои братья и сестры. Сара Лезгияр, Аллах Куатвикес, пусть Аллах откроет ваши сердца, будет нур, свет Аллаха в ваших сердцах и ваших домах. Аллаху Акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие мои братья и сестры.